Сайғылы достар, бойлеже, китапханеже зенатының инжеліклеріне огрендік. Бұл бек қиын бір вемесуриетлі бір зенат екен, Лиля. Әлбет, Кітапларны сүртмек керек, оларны саймақ керек, бақмақ керек. Біріншіден ойлет үшінмейсін. Aslında bir zanaat pek kıyın ve mesuliyetli demege mümkün ve elbette bir zanaatның öz sahibi var. Şimdi ise bizim stüdyamızda en gerekli, en hikmetli zanaatlarının sahibi buluna. Bizim stüdyamızda dostlar Elmira Husayinova, 44. sanlı Ahmetjit Mektebinin Rus Tili ve Edebiyatı hocası. Selamun Aleyküm, hoş geldiniz stüdyamıza. Hoş geldiniz. В первую очередь поздравляем вас с этим замечательным профессиональным праздником, с Днем Учителя вас. Спасибо большое, очень приятно. Главное, желаю вам терпения. Это, наверное, важное, самое важное на сегодняшний день в профессии учителя. Да, это действительно так. Терпение всем учителям, всем коллегам. Профессия учитель действительно очень важная, очень нужная профессия. Расскажите, как вы пришли в нее, почему вы решили стать учителем? Почему я стала учителем? Ну, это интересная история. У меня родители преподаватели. Понимаете, с самого детства я жила в атмосфере учительства. И поэтому я еще в школе решила, что я буду учителем именно русского языка, потому что моя мама учитель русского языка. И я не жалею, мне профессия моя очень нравится. Я вкладываю душу. В этом году исполнилось 27 лет, как я работаю в школе. Поэтому для меня моя работа – это моя жизнь. Я живу школой, я живу работой, я живу учениками. Они очень разные, они необычные, они талантливые, они неординарные, что, наверное, каждого учителя радует. Когда ты получаешь за свой труд, вот в процессе своего труда, ту отдачу, которую ждет каждый учитель. Поэтому я, когда я нахожусь в школе, это моя стихия, это моя работа, это моя жизнь. Помните ли вы свой первый урок? Да. Что вы чувствовали в этот момент? Очень, очень волновалась. Это был 1991 год, это был 9 класс. Мне казалось, что они очень большие взрослые, и, вы знаете, очень волновалась. И когда появляется новый класс, я до сих пор волнуюсь на первом уроке с новым коллективом. Потом это все приходит в норму, и получается, что это моя работа, которую я выполняю добросовестно. Но волнение бывает, конечно. Без этого в нашем труде ратном не получается. Конечно. А насколько сложно на сегодняшний день работать с детьми? Наверное, веяние времени. Современная молодежь, она другая, нежели раньше. Они энергичные, они порой знают очень много, поэтому стараешься идти с ними в ногу со временем. Но это подстегивает, и поэтому сложности бывают разные, наверное, только вот с изменением времени. А дети, они всегда остаются детьми в школе. Эльмира Инверовна, вы преподаете русский язык и литературу русскую. Расскажите, много ли читает современная молодежь? Да. Что они больше предпочитают? Предпочтения у всех разные, тематика разная, жанры разные. Это, возможно, и рассказы, романы, лирика. И есть детки, которые сами пишут стихотворения и пишут произведения. В основном, конечно, сейчас очень популярны электронные книги, электронная библиотека. Это, конечно, заинтересовывает, но в каждой школе есть богатейшая библиотека, богатейший фонд художественной литературы, поэтому дети читают по своим интересам, по своим познаниям, библиотеку посещают. То есть читают классику никто не отменял, это популярно, и читают современную литературу. А что касается учебной программы, вот если ребенок не заинтересован, ему не интересно читать данное произведение, но все-таки нужно, вот что делать в этом случае, как заинтересовать ученика? Хороший вопрос. Стараемся заинтересовать, добиваемся
помогаем понять учащимся, что русская классика, зарубежная классика, которую изучают в школьной программе, она интересна, она популярна, она была популярна во все времена. Поэтому каждый учитель старается помочь понять ученику, что происходит в произведении. Ведь произведение – это наша жизнь. Недаром великий русский классик сказал: «Человек – это звучит гордо». Поэтому литература помогает жить, литература помогает мечтать, литература помогает каждому человеку понять сложные вопросы в разных ситуациях. А кто из русских классиков лично вам нравится больше всего? Мне? Лев Николаевич Толстой. Толстой? «Война и мир». О, это то произведение, которое я так и не смог дочитать. Одно из нелюбимейших произведений Советую учеников, прочитать, да. к сожалению. А как проходят ваши занятия? Есть ли у вас какие-то специальные методики преподавания? Вы знаете, методики преподавания у всех педагогов различные, потому что специфика предметов, во-первых, разная. А у меня, если это среднее звено, это, конечно, объяснение темы, решение всевозможных кроссвордов, ребусов, это физкульт-минутки, это заинтересованность в дополнительной литературе. И по сегодняшнему дню, по современному дню, это слайды, это презентации, сами дети готовят презентацию, и я даю возможность деткам самим готовить презентации, и они сами иногда на уроке творчество свое проявляют. Я за творчество, развиваю творческие способности учащихся. А практикуете ли вы какие-либо экскурсии, походы в библиотеку? И насколько это важно для освоения нового материала? Экскурсии разного характера, они важны, очень нужны, актуальны на сегодняшний день. В первую очередь, это поход в школьную библиотеку. Вот появляется новый класс, особенно если 5-6. Это музей в Симферополе, это большая городская библиотека. То есть нужно заинтересовать ребенка, чтобы он в ту же библиотеку ходил сам и был заинтересован. Происходит такое, да, творчество. Мирим верно, в каждой профессии есть и положительные стороны, и отрицательные. Расскажите, что вам больше всего нравится в вашей профессии? И о отрицательных качествах, конечно. Положительные качества? Ну, я думаю, что положительных качеств больше. Это плюсы. Минус огорчает то, что когда ученик не совсем готов, и двойку ему никак не хочется ставить. Наверное, вот это вот человеческий фактор. один, да, из тех аспектов вот, отрицательных. А так, наша работа интересная, я люблю свою работу, мне нравится это творчество, поэтому больше положительного, но волнений много. А какими факторами, какими качествами, помимо профессиональных, конечно, должен обладать человек, чтобы стать хорошим учителем? Учитель, прежде всего, психолог. Это инженер человеческих душ. Учитель – это человек. Он прежде всего должен увидеть в своем ученике личность. А если учитель разглядел личность, то все дальше хорошо пойдет. Прежде всего это человек и личность, а потом уже ученик. И в какой-то степени, мне кажется, учитель должен стать другом для ученика. То есть, насколько бы хорошо он не знал свой предмет, если вот изначально не найти подход к тому или иному ребенку, не заинтересовать его, потом, мне кажется, уже невозможно будет вот, настроить его на волну. Да, заинтересованность крайне необходима, потому что если учитель заинтересовал своим предметом ученика или коллектив классный, они прибегают, они с охотой готовятся, они спрашивают, они занимаются дополнительно, они добывают информацию. Поэтому это результат труда учителя. Эльмира Инверовна, вы сказали, что положительных моментов больше, но все же куда бы вы отнесли заполнение школьной документации? Ведь мы знаем, что учителя, помимо того, что преподают, учат детей, они еще и заполняют кучу бумаг. Насколько это важно? Ну, это веяние, требования сегодняшнего дня, без этого никак нельзя. Это планы, конспекты, это всевозможная документация по классу, по работе, поэтому в этом есть необходимость. Ну, стараемся как-то вот успевать. А много ли времени занимает заполнение всех классных документаций, школьных документаций? Ну, как планов? распределишь время, а времени никогда не хватает. Стараемся все восполнить в меру.
Но главное это любить свою работу. Конечно, без любви никак нельзя. В школе человек должен любить не только вот деток, но он должен любить свою работу. Человек, который любит работу и сам процесс происходящий, тогда он будет на высоте и, как правило, будет продолжать работать дальше. Начался новый учебный год, вот уже первый месяц успешно прошел, можно сказать. Есть ли для ваших учеников какие-то новшества в школе? Я буду говорить о нашей школе, о 44-й. У нас открылся шахматный кружок. Это внеурочная деятельность. Это очень заинтересовало всех деток и даже взрослых, скажу вам честно, откровенно. И занятия внеурочной деятельности робототехника. Конечно, для взрослого человека это, наверное, новое, а детей это заинтересовывает. В нашей школе очень много всевозможных кружков, разнообразных, и как по предметам, так и по спортивным дисциплинам. То есть у нас жизнь кипит. Поэтому новое время, новые веяния. Мы еще раз вас поздравляем. И, конечно же, сегодня все пожелания, все поздравительные слова в вашу сторону. Но что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям и коллегам, конечно? Спасибо за такой вопрос. Пользуясь случаем, в этот праздничный день хочу поздравить всех коллег, всех учителей с профессиональным праздником, пожелать им творческих успехов, здоровья, добра, и чтобы каждый учитель чувствовал себя, что он учитель с большой буквы. Вам спасибо, что пригласили. Саунус. Мы еще раз поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Успехов вам, конечно, и побольше добрых, хороших и, главное, умных учеников. Спасибо большое. Саунус. Бөлелектен достар, біз программымызны девам етеміз. Ве бөле гүзел шекілде сізге невбеттекі қысымызны көстермеге істейміз. Ве мен белесем бұтын ожаларымызға, бұтын ватандашларымызға бізім музыкаль бақшышымызны көстермеге керектір. Келіңіз бері-берлікте музыканы дөңлейік.